Это у вас прям там додекафония, да? Понимаешь? Нет, не здесь. Не, ну Вот вот здесь, да, посмотрите. неужели? Посмотрите, вот так, и вот так. Нет, и вот так, все додекафоном. То есть Все нигде не совпадает. нигде не совпадает. Нигде. Ага, И поэтому прям ага. какой-то космос получается. Да, Знаете, да, вот да, это да, хорошо да. получается. Ага. Это И в скрипичном фон. также, и да, скрипичном получается? так же. Я просто Но не мне- высчитывал. Да, но дело в том, Ага. что мне понравилось это все, понимаете, оно очень хорошо звучит, и поэтому как фоновые дела это здорово. Да, да, да. Ну там я всех прошу играть, почти все ноты играют. Ну пускай, ну, там такой шорох идет. Абсолютно. Все Да. ноты. Ну пусть играют. Хорошо. Дорогие друзья, я очень рад сегодня приветствовать Лейлу Загировну Исмагилову, выдающегося композитора нашего времени, председателя Союза композиторов, человека, с которым мне посчастливилось довольно много уже общаться и вот исполнять ее произведения в таком уже серьезном, глубоком ракурсе. Мы будем буквально через несколько дней, 27 числа. Лейла Загировна, добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Лейла Загировна, конечно, очень мощный получается у нас посыл этого концерта, очень глубокий. Ну вот хотел для начала о самом концерте, собственно, поговорить. Размышляли ли вы о том, какие произведения должны быть? Почему именно вот эти произведения выбрали? Вот, насколько я знаю, симфонию вы писали специально к этому концерту, готовились, да, ее, чтобы она вот к концерту. Вот был ли у вас какой-то процесс выбора, например, не оратория, а что-то другое? Вот как это происходило? Нет, мне сразу же как-то мне сразу же пришла мысль, что необходимо показать ораторию, которая впервые исполняется. Впервые полностью, да, это важно. Да, а сколько там, полностью. несколько фрагментов, да, Да, исполнялось? несколько фрагментов исполнялось уже давно. Угу. И сейчас это полное сочинение, и мне было очень важно, я уже давно хотела, чтобы оратория нашей капеллы исполнила, Да. что именно Алсу Афгановна. Но как-то вот, я думаю, всему свое время, всему свой час. Угу. И вот наступил такой момент, что все-таки мне как-то удалось соединить, в общем-то, 3 крупные формы. Да. Они разные, и в разное время написано мной. И второй скрипичный концерт, но скрипичный концерт, он исполнялся Да, на фестивалях, на конкурсах, он как бы это уже опробированное сочинение. И симфония, так как я получила грант «Героям нашей земли», то я, естественно, стала писать симфонию «Героям нашей земли посвящается». Но когда я начала работать, я поняла, что это очень непростое для меня сочинение. Если бы это не было такое название, то это было бы совершенно другое сочинение. А здесь мне хотелось, раз уже такая тема, мне хотелось вот именно на этой земле, героям нашей земли, и не только вот этого периода нашего современников, но и того, что происходило когда-то здесь в течение 300 лет. Потому что здесь происходило очень много мощных и серьезных дел. И вообще башкиры, здесь не только башкиры, но они участвовали, это было и восстание Пугачевское, да, это во времена Екатерины, это и 1812 год, когда башкиры все, практически, как даже Путин говорил, что с 16-летнего возраста все мужское население служило. Это и 41 год, вообще это много всего происходило, и мне как-то вот не то чтобы я, наверное, бы написала бы лучше и как-то более глубже, если бы у меня было бы больше времени, но я должна была написать именно к концу этого года сочинение. И, конечно, все, что получилось у меня, то и получилось. Но мы сейчас к симфонии подойдем обязательно. Это очень интересно. У нас симфония исполняется в конце концерта. Да, то есть у нас получается, как сначала оратория, собственно, любой крупный композитор в истории, если взять, такие магистральные жанры. Это симфонический жанр у Лейлы Загировны, получается симфония. Концерт с оркестром, конечно, важнейшую роль играет у любого композитора. Это будет скрипичный концерт в данном случае. И оратория, кантатно-ораториальный крупный жанр. Вот я бы хотел к симфонии, очень интересно то, о чем вы сейчас сказали. Я об этом отдельно хотел бы тоже поспрашивать. Но вот если пойти с оратории, Омар Хайям, да, такой виднейший представитель, собственно, ислама, суфизма, как такой эзотерической ветви мусульманства, условно говоря, он для вас что-то особенное значит? Или просто так получилось, что вы вот в эти рубаи погрузились? Нет, это как это произошло? Особенное, потому что это да? великий персидский поэт. Я как-то вхожу. Может быть, я не заслуживаю, чтобы до них как-то туда погружаться, но я погружаюсь в вечное.
Мгм. Понимаете, меня это волнует. И в тот период, когда я писала ораторию, я как бы созрела вот к тому, вот именно что этим мудростям, вообще совершенно потрясающему поэту Омару Хайяма. Потому что это, вы знаете, это источник великой мудрости, как бы источник фантастический, которым питается человечество на протяжении уже более 1000 лет. Да. Потому что это фантастически, вы знаете, вот, и они настолько современные. Да, безусловно. Вот Вот, оно и да, перекликается оно с симфонией. перекликается. И вы знаете, это меня очень как бы волновало всегда, потому что, ну, вообще у каждого своя судьба в жизни. Вот действительно, знаете, она меня... То есть я туда погрузилась, в общем, растворилась я в этих рубаи. То есть это все-таки такие памятники, ну, сложно говорить, может быть, я так высокопарно скажу, но вот есть Коран, есть Рубай Омара Хайяма, Да. это все высочайшие Да. такие, в чем-то даже равно великие, можно говорить, да, вещи. И получается, конечно, это очень злободневная тема в этой оратории. И вот мне интересно, вы инструментальный состав, когда выбирали, чем руководствовались? Тем, что будет проще исполнять, если это для камерного состава, или именно вот такая глубокая, тонкая, философско-духовная какая-то лирика больше соответствует звучанию камерному отдельных тембров? Я бы Что можно сказала, что сказать? вот именно вот то, что вы сейчас сказали. Почему? Потому что вот именно непростой состав, вот я его выбрала. Потом, Ну, он знаете, идеально это, да, подходит, я идеально поэтому подходит говорю, к да. Рубаи, это же Восток. Знаете, я там совершенно другая вот по языку. Да. И это ну вот даже само вступление, оно как бы погружается на восточную Да, лирику. да. Знаете, и вот я думаю, что У нас, мне кстати, удалось собрать. габаист Ага. прекрасный будет играть, его зовут Ислам. Здесь Там как-то, очень да, габой интересно, да. много имеет, Да. большую роль Английский очень рожок, играет. это все как-то, Да. знаете, очень... Да, это здорово, конечно. Но получилось, конечно, очень фундаментальное сочинение, которому целое отделение будет посвящено. И вот такое растворение в бесконечности, да, в истории в конце. Вот как вы могли бы как-то на словах описать, вот примерно, конечно, все условно, это все как бы чистая музыка, конечно, но вот какое состояние вы хотели передать в конце? Вот какое-то завещание, может быть, это? Вот что это такое для вас? Ну, там же, откуда мы пришли, куда свой путь совершим, в чем наша жизнь и смысл, он непостижим. Как много чистых душ сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Понимаете, это же ведь Да. вообще удивительно. Ну вот это вот прямо Это к как симфонии да, нас относит. именно к симфонии, да. понимаете? И ну, это очень глубоко и глубоко мое где-то. Потому что я не могу сказать, что я созрела, но я где-то там. Да, это чувствуется. Это, конечно, я надеюсь, будет понято и донесено нам, потому что очень сильное получается отделение. Вот это у нас первое произведение, мы с него начнем, да. Во втором отделении будет скрипичный концерт, который тоже, в нем слов нет. Он у вас не посвящен никому же, да? Нет посвящения? Нет. Но тоже перекликается, конечно, настроение частично. Вот когда вы концерт писали, были ли у вас тоже какие-то мысли определенные, может быть, тоже под впечатлением прочтения духовных вот стихов, например, или книг, или как? Что с концертом у вас какие-то связаны истории, события? Ну, как бы чистых историй нет, но у меня как бы в моем творчестве два направления. Одно там балеты, совершенно другая музыка. Да. Ну, может быть, я бы сейчас современный балет бы писала тоже несколько другим языком. Но я не могла писать другим языком, потому что это зависит от нашего балета, от того, как они танцуют. Если бы это был петербургский что-то такое, то я могла бы написать что-то типа даже симфонии для как бы балета, для балета. Вот. И второе вот направление, конечно, оно как бы уже выходило из сонаты моей фортепиано. То есть соната, вот это направление, соната, октет, дальше.
потом и дальше между ними у меня и камерная симфония, у меня тактаж симфония. Да, В да, общем, да. практически у меня это не первая симфония, она как бы третья симфония, но там камерная, но она как бы другая. Первая для Да, большого да, оркестра, да, да, получается. первый, ну тактаж Без симфония, соло. да, без Тактаж соло, поэтому я и симфония соло. называю ее Ага. первой А симфонией. тактаж симфония у вас так и называется? Да, Тактаж почему симфония? тактаж симфония? Потому что там вся симфония поется, тактаж на слова, на стихи тактажа тоже. Это потрясающие совершенно слова. Могу прочитать, если хотите. Давайте. Ексин тиле яшлек, шында каска булып тыйылдың, кишинче чекаткан булдың, тағында кыйылдың. Ах, молодость, как ты коротка была. Вечером цветком как бы распустилась, а на утро опала. Понимаете, вот Да. это направление, то есть вот те, которые, ну, ведь, А это с Врубай тоже да, похоже понимаете, вот есть это, чуть-чуть, но да. дело в том, что это меня всегда, вот я вот, ну, меня как-то мало со мной знакомы вот здесь, в Башкирии, я мало кому раскрываюсь по жизни, вот, но так как у всех разная жизнь, и моя жизнь была непростая, и я много чего испытала в этой жизни. И, конечно, я не могла погрузиться в что-то легкое, что-то Да, такое, естественно. знаете. А если у тебя много что происходит в жизни, тогда ты, естественно, как бы ты начинаешь искать нечто такое вечное, и, как бы, знаете, погружаясь, ну, в то, что тебя волнует. Да. Да, это интересно, это отдельная тема, конечно, я тоже об этом хотел спросить, но вот могу сейчас спросить, раз вы об этом заговорили, в вашей жизни в целом, вот мы еще про симфонию не успели поговорить, вы постоянно находитесь в процессе творчества или у вас может быть такое, вы завершили сочинение и вообще ни о чем не думаете, например, даже не обдумываете, что дальше писать, или все-таки все время, вот сейчас хочу симфонию или сонату, или какие-то музыкальные мысли появляются? Вы знаете, я из тех, что ли, людей, которые не просто пишут вот каждый день, вот прям садишься и начинаешь. Ну, мне кажется, что надо созревать к чему-то. Если, особенно можно там в легком жанре писать, и что-то короткое, небольшое тоже, но какие-то крупные сочинения нужно где-то глубоко внутри созревать к этому. У меня нет каких-то вот специальных, что вот я напишу симфонию, что-то такое. Вот как бы судьба мне сама дает тему, и дальше идет. Но потом, понимаете, дело в том, что мужчинам-композиторам намного проще. Потому что они садятся, пишут, у них там все готово, всякое такое. А почему? Ну, потому что, знаете, ну, например, я одна воспитывала своего сына. Понимаете? И мне никто я понял, вы имеете в виду, что у женщин обязанностей много, да? У нее много таких вот обязанностей, которые она должна тоже испытать, потому что без этого она не станет композитором, честно говоря. То есть она должна пройти через все в этой жизни. И поэтому всему, вот знаете, вот каждый период, я бы писала, может быть, мне вот в свое время, я выезжала в свое время очень много за рубеж, и у меня были интересные концерты, и музыканты мне говорили, что ты можешь жить в любой стране Европы или где хотите. То есть, если бы у меня сложились так вот мои обстоятельства жизненные, тогда бы я наверняка уехала. Но я поняла, что я не могу за рубежом жить, это совершенно исключено, там чужой язык, это не про меня. Вот, и это определенная жертва, потому что я вот могу констатировать, извините, вот что немножко перебиваю, сейчас продолжите, что, к сожалению, так получается, что композиторы, которые пишут серьезную музыку, вот на Западе, как ни парадоксально, больше ценится даже она. Вот у нас это почему-то в России доходит с опозданием, вот именно до больших масс серьезные сочинения, серьезная музыка. То есть это определенная жертва даже с вашей стороны. Знаете, я это понимаю. Да, но дело в том, что я могла выбрать. То есть был период, когда я могла остаться в Германии, то есть и сложить свою личную жизнь, и все, что хотите, и вокруг. И у меня был период очень мощный. То есть я, по жизни, вот после того, как я уехала из Уфы, я уехала очень рано, где-то мне даже 15 лет не было. Я закончила сначала среднюю специальную музыкальную школу, и мне никто... Нет, в Казани. В Казани. В 15 лет вы уехали из Уфы, да? Да. Но вы знаете, дело в том, что как бы я целый год уговаривала, чтобы они меня отпустили. Это тоже непростое было решение для них. И мне сказали, ну ладно, Петербург это слишком далеко, а в Москве нет интерната. Понимаете, ближе Казань, так как это здесь очень близко, там все свои, в общем, все в порядке. И меня отправили в Казань. И вот с тех пор я совершенно одна по жизни. То есть у меня уже нет никаких переплетений с моей семьей таких глубоких. То есть я уже решала на протяжении, я была одна сама с собой, решала все процессы жизни сама. Понимаете?
И тогда уже после окончания, когда я поняла, что все, Казани достаточно, я уехала в Москву. И где я уже училась там. Это и сколько лет вам было? в мне Москве? было, ну, если я уехала, это значит 15 лет. Я уже не могу сколько сказать, сколько я как-то в этих запутала. Да, общие ну цифры. понятно. Но Сколько в где-то, Казани но отучились примерно? Я училась, но я где-то там 6 лет точно была. Понятно. То есть И это потом 8 Москву, класс, да. 9, 10, 11, 1. Ага. И со второго курса А я вот перевелась. вы говорите, в Германии могли остаться, это какой-то у вас концерт там был, или как это могло, или учиться, или что? Нет, там не учиться. Дело в том, что так, в тот период, когда я уже приехала в Уфу, ну тогда же надо было подписывать направление после окончания консерватории. Я подписала, так как у меня отец был ректором, я подписала в Уфу, но я не собиралась в Уфе остаться. Понимаете, я думаю, так, немножечко, и тут же уеду. Но так получилось, что все-таки я осталась в Уфе. И, может быть, и зря. Вот где-то я так сейчас понимаю ситуацию. Ну, я говорю, это я бы не характеризовал это как зря, тем более я тоже Омара Хайяма люблю, но как бы то, что это жертва в определенном смысле, с профессиональной точки зрения, это абсолютно факт, это даже не обсуждается. Нет, это абсолютно. Понятно, да. Потом не Это забывайте, понятно. что я всегда была как это самое. Тень Гамлета там, понимаете? То есть я всегда была дочерью очень выдающегося человека, и так как считали, что ну, она все, она как бы это несерьезно. Понимаете, вот почему-то в Москве меня все знали, а здесь как-то меня не очень воспринимали. То есть вообще. у вас даже не было таких мыслей, да, пойти к папе учиться, да, такого вы даже, Да что вы. да. Да я просто, знаете, так как у нас очень характер одинаковый, я просто сбежала из дома в 15 лет. Понятно. Знаете, вообще Ну, что-то ясно, пошло. да. Ну и потом конец, ну так вот судьбе было угодно так. А почему я не осталась? И тогда, когда я приехала в Уфу, меня уже все знали, потому что я как-то меня уже слышали с 16-летнего возраста, если мне Шостакович говорил, Дмитрий Дмитриевич, вот вы сейчас учитесь у Лемона, а потом в мой класс. То есть это было. Даже так Понимаете, было, да. более того, у меня очень много было выдающихся. И вы не пошли потом, как так получилось? А потом почему не пошло? Там много чего происходило, понимаете. Но вы знаете, вот это было так. Мне было 16 лет, я играла свои вариации. Вот здесь был все союзы композиторов, а он тогда был председателем Союза композиторов России. Шостакович. Да. И тогда, знаете, первый концерт был в нашем институте, в нашем зале институт. Я играла свои вариации, он слушал. И на следующий день было официальное открытие, и там была опера. И, знаете, вот четвертый ряд, вот где они сидели, а уже как бы немножечко свет уже как бы уже уходил. И я выбегаю, он встает, он подходит ко мне и говорит: вы талантливы, и вот учитесь пока у Лемона, в консерватории ко мне. Понимаете, это же было. Да, и потом, когда я уже переехала в Москву, и тогда он уже в Питере, это уже был другой период, и там был Александр Александрович Холодилин, оргсекретарь, он все время спрашивал, как там Исмагилова. А я занималась в Союзе, у меня не было инструмента, я занималась. То есть он все время, я находилась под его как бы, что-то такое, не знаю, как сказать. И самое интересное, что была вот арка, то есть было начало и был конец. В год смерти я находилась в санатории, и вдруг ко мне залетает птица в окно. Я думаю, господи, кто-то умер, а кто, не знаю. Звоню в Москву, умер Шостакович. Меня вызывают к Шостаковичу, и я в первых рядах с ним прощаюсь. Понимаете? То есть у меня то есть он для меня был очень, как вам сказать, ну как бы путезвездный, вот что-то такое вот, вообще звезда какая-то вообще совершенно, потому что это направление вообще было фантастическое, конечно. И моя бы жизнь совершенно по-другому сложилась, если бы вот как-то мне надо было вовремя уехать в Москву. Понимаете, и тогда все бы пошло совершенно в другом русле. Всему своя судьба, и всему какие-то свои дела. И вот это направление все-таки мне всегда был близок Шостакович, Прокофьев. И я совершенно не интересовалась легкой музыкой, джазом, эстрадой, абсолютно. И вот это направление, и потом как бы сложилась жизнь такая, что мне всегда, я шла в этом направлении. Да, вот я как раз хотел спросить, вот вы уже ответили. Вот в этом направлении. Шостакович, Прокофьев, ну это понятно, конечно. А кроме них еще вот были какие-то, может быть, более ранние композиторы? Я почему спрашиваю, мне это интересно. У нас у дирижеров немножко по-другому это обстоит, но все же бывает такое, что определенный период, несколько лет, вот у меня, ну, скажем, со Стравинским было так в свое время, с Рахманиновым, с Шостаковичем, вот у тебя просто, у меня все было, у нас уже плееры тогда были, iPod,
iPad, я не помню, Да. как IMAX называется, и у меня там все произведения Стравинского. И я несколько лет слушал десятки раз бесконечно, я не мог оторваться. Вот это все для меня было. Вот у вас как бы, вот у вас, как у композитора, было такое, что вы абсолютно фанатели вот только Шостаковичем и Прокофьевым? Или Нет. что-то еще было? Нет, да? Вы знаете, вот так получилось, что По-другому. вот в самом начале, так как я 15 лет попала в десятилетку, я же училась у Лемона, и по фортепиано, по специальному фортепиано я училась по 2 классам, и по композиции. Поэтому, конечно, Лемон в свое время, так сказать, сыграл большую роль в интонационном там вообще. Вот. Но все равно, вы знаете, если бы я уехала в Москву тогда, было бы для меня лучше. Понимаете, во всех отношениях, потому что там сильнее, там много всего происходило в Москве. А дальше, вы знаете, дальше, когда я уже перевелась в Московскую консерваторию, и тогда уже пошла у меня совершенно как бы другое, и тогда в Москве было много что можно было слышать. Да. И вы знаете, и тогда, и, конечно, и Санья Губайдуллина, и Шнитке, и Тищенко, то есть все, что... И потом, вы знаете, так как мне как-то, ну, меня как-то сразу же заметили, и я вот в 1973 году нас отправляют, значит, молодых композиторов в Болгарию, в Софию, и там Тищенко в этом, там еще кто-то там из наших таких, в общем-то. И Хренников говорит, вы входите в десятку лучших композиторов, так сказать, молодых. То есть я вошла туда, понимаете, и тогда, когда я уже общалась со всеми композиторами, я у кого-то, с кем-то у Тищенко одно направление, другое там. То есть я училась независимо от того, где ты у кого училась. Понял. То есть Всё я вбирала, впитывали, да? впитывала все, что было интересно, и то, что действительно вот мощное вообще. А мне удалось находиться на концертах, вы знаете, вот И всё современной, это в том числе, современной, музыки и на в том тот числе момент, и да? современной музыки. Да. Понимаете? Вот это направление, то, что, конечно, то, что я не осталась в Уфе, это все. Это такое варево было совершенно фантастическое, да, композиторское Да. тогда. Ну что, ну ты идешь по Московской консерватории, около тебя идет выдающийся вообще тут и Гиллельс, и Рихтер, Да, и да, все, что конечно. хотите вообще. Знаете, совершенно. Это же мощно. Шнитке на вас большое влияние оказал или нет? Или так вот вы Да нет. рассмотрели Вы знаете, просто? Шнитке мне был интересен очень. То есть это техника, значит, в основном. То же самое Санья Губайдуллина. Я какая-то другая получилась вообще. А вот есть, я не все знаю, безусловно, из вашей, скажем, балетной музыки, да, но некоторые переклички с ранним Стравинским есть, тоже есть такое Ну, у вас, конечно. нет? Да? Ну, конечно, Ну, просто невозможно мимо как пройти, мимо да? пройти Стравинского, «Весна священная», все это же совершенно невозможно. Абсолютно. Понятно. А во сколько примерно лет вы почувствовали, что вы композитором хотите стать? Это сразу 16. как-то у вас в 16, да? То есть сразу же. То есть, вы знаете, настолько вот, ну, я не До знаю. этого вы Нет. импровизировали Да что-то нет, или такого вы не знаете, было? Или у меня как? всегда вот руки белые черные Сами. клавиши, всегда сами они шли, но как-то само собой произошло. Вы знаете, дело в том, что когда я поступала в Казань, в Казанскую десятилетку, меня Жиганов, там была комиссия, чтобы взяли, ну, там была приемная комиссия. И Жиганов говорит, ну, сыграй нам что-нибудь там татарское или башкирское. Я сыграла. О, говорит, вообще. Просто сходу. Да, в ну смысле, просто да? так вот симпровизировал. Тебе говорят, надо к Лемону идти. И меня сразу же к Лемону отправили. Ну и все. А в 16 лет я написала вариации, которые до сих пор играют аспиранты даже. Да. Понимаете, интересно. Вот, ну потому что пианизм это очень много значит для Ну, композитора. безусловно. Чайковский тоже говорил, хоть он и не играл свой концерт сам, что как минимум композитор должен владеть на таком уровне, чтобы свою музыку Ну, конечно. изобразить. Да. Это понятно, да. А вот вы сказали, что вы, прежде чем писать крупные сочинения, мы не берем какие-то пьесы, вы должны созреть, да? У вас так с консерваторского времени было, или все-таки вы должны были заставлять себя по заданию что-то ну, вы писать? знаете, вот, как? нет, никакого задания. Дело в том, что как бы вот сама тема, она приходила. Вот она просто приходила, не знаю, вот приходила. И понимаете, это не то, что я там созреваю что-то еще. Но к тому периоду, когда вот это все попадает в меня, понимаете, эта тема, я уже готова к чему-то. Понимаете, вот как-то вот сама жизнь вот складывалась так, что она вела меня в том направлении. Но я не писала много, я очень сожалею. Ну так, ну, надо было. Надо было больше писать, вы считаете, да? Я считаю, что мне надо было вообще только писать. Понимаете, То играть есть на вас рояле и быт, писать. вы считаете, отвлекал, да, Ну, во время жизни? Ну, вы знаете, ну, надо было замуж пойти, надо было, знаете, быть мусульманской женой, вообще, как полагается, по всем периметрам и параметрам. Понимаете, потом у меня появился сын, я знала, что я просила Господа Бога, что мне только сын, мне никакой дочери не надо было. Вообще совершенно, что уж дальше уже делать, так надо все-таки как-то всерьез это все подходить. Извиняюсь. Ну вот такие дела. Поэтому это тоже очень отвлекало. Ну потом то, что я здесь,
не то, что я мало, когда все это пошло, я мало выезжала. То есть у меня был мощный совершенно контакт со всеми музыкантами, практически мощными страны. То есть они меня знали, я их знала, я всегда была в очень близких отношениях с ними. Ну, понятно. То есть получается, что был такой момент, что, грубо говоря, вы должны были заниматься домашними делами, а хотелось сидеть писать. Вот даже так Вы могло знаете, это быть? Или ну, это если бы- как-то вас но унесло? оно как-то унесло куда-то. Унесло, понятно. Понимаете, хотя Это куда-то другое. приносило в определенный момент, потом опять уносило. Понятно. Это нет, интересно Да, просто, в как, какие-то вот, моменты. как технически это Да. происходило. Ну, вот так вот Понятно. происходило в А вот вы результате. сказали, что вот вы так говорите правильно, мне это понятно, что приходит тема, да, вот откуда-то приходит. А вообще ведь писать по заданию, или там вот вы говорите, вы грант получили, в этом ничего нет, там Микеланджело, скажем, он всю жизнь только по заказу работал, скажем, да. Вот если говорить о симфонии, то есть получается, что это, чтобы нашим зрителям понимать, все-таки, что такое грант, это не значит, что кто-то специально какие-то миллиарды рублей выбивает, Ага. это очень маленькие суммы, Потому что, конечно, которые нужны просто на абсолютно. бытовые затраты, Нет, там оркестру, нет, станки там привезти. там никаких И- затрат. Это просто все исполнителям. и Ну, всё. естественно, да, то есть это- Потому что без этого не получится Потому что концерт. кто-то может Да, подумать, что да, вот они грант, да, а что да, так да, они не да. могут написать. То есть это Ну, грант, конечно. это чтобы стулья принести Да. на сцену, вот для этого грант условно. И вот я что спрашиваю-то, то есть получается, вам удалось вот на эту тематику важную, Героям Земли посвящается, и после этого вы начали писать симфонию, или вы до этого уже ее задумали? Нет, всё-таки? после. После Вы знаете, прямо, да? я думаю, что нам всем лучше давать какие-то определенные числа и месяцы, Ну чтобы да. вот где-то что-то исполнять, это ты садишься и пишешь. Да. Вот и все. То есть это очень важно для того, чтобы себя собрать, сконцентрироваться, вообще дисциплинировать, вообще и идти. Ну, если я писала, начиная вот с июля месяца, с 10 июля считается до конца октября, я сидела, ну, я каждый день писала, понимаете, вот все, потому что надо было что-то. А вот ваша симфония, которой мы будем, ну, как бы завершать концерт, Да. потом еще бис будет из балета «Аркаим», сейчас тоже поговорим. Вот в ней один из кульминационных эпизодов занимает ваша длинная тема. Можно ли ее назвать как стилизованный под народную башкирскую, плач Это моя. под народный? Да, ваша тема, Это я знаю, моя естественно. тема, Вот да. как она, но она как вот, как народный плач, вот как вы ее можете охарактеризовать? Как Вы это? понимаете, Никак не объяснишь? дело в том, что я по национальности как бы по отцу башкирка, Мгм, а по матери я мишерка. мгм. Но дело в том, что башкирское начало во мне очень глубоко. То есть вот эти народные, вот все эти вот народная музыка мощная совершенно, очень вечная по-своему. Да. Потому что так как вот Идрисова спела, это же вообще потрясающе Да. совершенно. Вот вы знаете, поэтому это во мне, оно глубоко во мне. Мгм. То есть я даже не то есть это в моей крови. Мгм. Понимаете, поэтому то, что я сейчас пустил, я другой вопрос, что я не смогла записать. Вот Камаев очень здорово записывал вот эти, потому что там башкирская музыка, она совершенно не делится на 4, там, на 3, там, Да. там она очень такая, знаете, Ну, естественно, да. какая-то очень интересная, в смысле, она и в народе так было, да? Да, да. Поэтому это как бы глубокое мое Мгм. отношение вот к чему-то, к тому, что я показала в симфонии. Мгм. Вот эта тема, мне интересно, как технически у вас этот процесс. С нее вы начали симфонию? Нет. Нет, да? Нет, Она потом появилась, нет, да? она, ну, вообще ничего не было. Вот как бы, знаете, вот с конструкцией вот всей формы я только знала, что я беру определенное состояние и его все время развиваю. Мгм. То есть у меня постоянно идет развитие в симфонии, Мгм. да? Вот. Это не просто там кусок один, там кусок другой и так далее. То есть это вот выстраивается вот как бы сама по себе. Это же происходит все там непросто. То есть там мощная кульминация, которая вот идет до вот этого всего, до этой народной, Да, как бы, до темы. до темы. Понимаете, там же как бы я даже не могу об этом говорить, потому что как-то не скажешь. Да, я понимаю. Да. Вот как, ну, понятно, то есть вы не с темы начали писать, мне вот это просто было интересно, потому что То есть у меня, знаете, вот у меня... вот, яркий эпизод да, такой, у меня, знаете, вот у меня бросающийся в глаза. состояние пошло, потом оно постепенно развивается и доходит до иступленной кульминации, потом мощно обрывается, куда я хотела попросить, вот когда, да, вот это все Да. дело дойдет, лучше сделать небольшой люфт вот так, чтобы не сразу Каждый раз, не переходить. сразу, да, Вот это, сделаем. вот да, это, да, да, да. вот это все. И потом уже вот как бы, знаете,
ну, не хочу об этом говорить, потому что об этом лучше не говорить. Знаете, пусть сами, кто слушает, Да, сами мыслят. но мы не будем подробно, Да, но да. такое обобщенное, если состояние, можно ли его так назвать, или я ошибку какую-то допущу, вот глубокое размышление о смысле жертвы народа. Да. Такого, да? В Вот целом. так я бы сказала. И потом неспроста все как бы вот не совсем чистая молитва идет, а как бы идет на что-то похожее на молитву, Мгм. которая Да, постепенно, да, да. потом как бы Азан все это, да, такой, да? азан как бы потом это все обрастает, весь оркестр передает, это все линия. Вообще у меня вот в моей как бы технике, что ли, как это назвать, она все время вот двигается, у меня нет просто, чтобы тема шла так. То есть она двигается, передается по всем дереву, там, меди и так далее. Вот это все это нарастает. И потом я же его вывела, мне надо было вывести уже к концу симфонии, да, и тогда уже идет какое-то жизнеутверждение, Да. какое-то такое, знаете. В симфонии, в смысле, ну, Да, в к симфонии, свету да, чуть-чуть. да. И потом уже вот. к самому концу идет уже к свету, вот последние там 3 страницы, да. Да. И все-таки под самый конец ты опять ты туда, все-таки да. остаешься Знак вопроса какой-то, да. применение своим, то есть вот весь и в космос как бы наверх, и все-таки наверху тема идет вот это башкирский, как бы прощаясь. Да, да, Вот да. это всё. Констатация Да, факта да, произошедших да. трагедий. Да. Да, это понятно. Это, конечно, очень интересно. И вот еще после симфонии мы решили играть Аркаим. Я помню, что вы финал из балета Аркаим, вы думали играть, не играть. Но вот сейчас у вас какие ощущения? Мне кажется, что можно, потому что чем заканчивается? Вот там что по действию в Аркаиме происходит в финале? Там очень просто. То есть вот из этого Аркаима как бы все идет в разные цивилизации. Туда, сюда, в общем, то есть по всей земле переходит вот то, что было основано в Аркаиме. Так, Вот распространение вот этого мысли, да, учения. мысли вот это. Ну, то Бог его знает, что 5000 лет там назад. Да, что было. ну, естественно. Но все-таки вот это все идет. Энергетики. Вот этой энергетики из Аркаима как бы распространяется Ну по вот да, земле. поэтому, Да. а там текст просто, я, к сожалению, вот мне надо посмотреть. Там текст башкирский, там как бы, ну, как бы прославление этой земли, вот это. Прославление То есть, вот, земли. даже не то, чтобы, даже не то, что вот там Башкирия, а вот именно вот Аркаим, я понял Аркаима, вот этого да, всего места. этого. Но это На очень башкирском подходит, языке, потому да. что все равно музыка ведь, она же не ярко выражена, какая-то Ну да, торжественная, да. она такая скорее апокалипсис какой-то, такое откровение в смысле какое-то, вот она вызывает такое чувство неизведанного открытия какого-то такого Потому что глобального. там, да, потом, знаете, там же еще вот опять вот этой звезды, вот эта, которая очеловеченная, да, вместе Да. с главным героем, они опять-таки встречаются, вот они же, с них продолжается род как Да. бы всего этого, и все это как бы по Ну вот, земле. поэтому это Мгм. здорово, что Да. оно и там такой у вас аккорд очень интересный, технически говорить в конце. Он же не просто мажорный, он такой очень Да. широкоформатный, объемный, трехмерный. Но понятно, это очень интересно. Вот такой концерт получается, если говорить о концерте, мощный. Значит, 3 основных жанра фундаментальных для любого крупного композитора: оратория, концерт с оркестром и симфония. А вот сейчас, Лейла Загировна, вы говорите, что вы, вернее, сказали, что у вас в течение жизни много на быт отвлекалось, время на семью. Все, закончилось. Да, это Эта эпопея Но закончилась. сейчас вы же председатель Союза композиторов и соответственно, зав. Кафедрой в Институте искусств. Что больше времени отнимает? Вы знаете, Зав. Кафедрой, наверное, больше Нет, вы знаете, отнимает. дело в том, что мне было очень, вот так вот, опять-таки, очень интересно сложилось в Башкирии, в Уфе. Дело в том, что это очень хорошо, что я и заведую кафедрой, и одновременно председатель. Почему? Потому что мы воспитываем молодежь. Да. И самую сильную молодежь мы берем в Союз композиторов и поддерживаем. То есть мы берем с первого курса, их учим, выпестываем, потом они в ассистентуру стажера, а потом они в Союз, и дальше мы их поддерживаем. Даже более того, вот те, которые закончили наш институт и одновременно учились в ассистентуре стажировки, там тогда была платная, мы делали и стипендии, мы делали материальную помощь для того, чтобы они могли учиться. И для меня, понимаете, важно не то, что вот я созрела, потому что как бы это продолжение моего отца. То есть он открыл да. институт. Вы знаете, а мое дело, чтобы я дальше вот чтобы все вот то, с чем мы занимаемся сейчас, чтобы это не ушло куда-то, понимаете, чтобы оно имело дальше продолжение через молодежь и дальше, потому что у нас сейчас очень сильная молодежь. Безусловно, нет, но это важнейшая вещь, Да, то, о чем вы да. говорите. Я об этом хотел потом спросить, Да. но мне-то в первую очередь интересно было лично о вас. У вас это как бы все-таки, вас это отвлекает от композиторской работы? Нет. Или вы это как Знаете, миссию нет, воспринимаете, вы и знаете, все в порядке? миссия, наверное, высоко, но я просто
должна это делать, я понимаю, что я это должна Вас делать. это сейчас не отвлекает? Это меня да? совершенно не отвлекает, но я знаю лишь одно, что надо вовремя спать, надо вовремя дисциплинироваться, и когда ты как бы все это вот налаживается весь день, все это можно разложить, и ты совершенно все успеваешь, и даже больше можешь успеть. Вы знаете, потому что самое главное дисциплина и самое главное здоровье, чтобы ничего не мешало. Вот, а слава богу, пока пу-пу-пу. Ну да, дай Да. бог, да. А вот если говорить о Союзе композиторов, не вдаваясь, естественно, ни Да, в коем случае да. в конкретику, сложно это? Насколько вот вы себя чувствуете? Вот тяжело вам управлять Союзом? Столько разных персональностей? Да нет, Нет, вы знаете, нормально вот всё? почему, Как я вам происходит? скажу почему. Дело в том, что вот так сложилась, опять-таки, жизнь, что я училась со многими председателями Союза композиторов страны Мгм, и зарубежья. мгм. То есть практически кто-то учился у Лемона, там вот председатель Союза композиторов Вьетнама, Киргизия тоже Московская консерватория, Казахстан Московская консерватория, дальше Московская Казань. То есть, понимаете, вот все Чуваши, Мордовия, то есть мы практически друг друга знаем. И вы знаете, и нам, когда мы делаем какие-то фестивали, мне ничего не стоит позвонить и сказать, вот точно приезжаешь, делаешь вот это, вот это, вот это. И у нас очень большая связь. И также за рубежом. Вот сейчас из Турции, сейчас с Южной Кореей, но уже давно с Южной Кореей, сейчас немножечко прервалось. Но может в дальнейшем что-то такое пойдет. Потому что, вы знаете, даже фестивали делать куда-то за рубежом, это намного сейчас стало проще, потому что ты друг друга знаешь, и они нам, и мы как бы друг другу помогаем. Понимаю, Вот да. это тоже очень важно. Вот сейчас фестиваль должен состояться с 10 декабря по 13 число. К нам приезжает 6 республик. Из Таджикистана Да, тоже но приезжает. мы, кстати, не Да, играем в да, Таджикистан, мы да. играем по Волжье. А нет, вы играете в Таджикистан тоже? Играем, да? Да, вы играете А его. кого? Кто вы играете? Как его фамилия, господи? Я уж не помню, как его Понятно, фамилия. Да. почему-то. Я Да, еще почему- не все да, посмотрел, да, еще долго почему, до этого. Почему но- это важно? Потому что у нас меморандум с ними, вот когда выезжали мы в Таджикистан, меня включили в какую-то делегацию там из министерства, и у нас мы заключили с Союзом композиторов Таджикистана Не меморандум. Мусо есть. О, он. Сегодня играл Он, Мусо. он. Вот вы знаете, Увертюра. вот и он к нам приезжает, он говорит, слушай, я, говорит, прилетаю, где-то все Хорошо. далеко, пожалуйста, чтобы во всех концертах меня исполняли. Я говорю, будет. Вот Знаете, так вот. Поэтому, Понятно. понимаете, потом они ждут, Как вот надо. даже по Волжье, они все ждут именно этого фестиваля почему-то, именно, вернее, не почему-то, а потому что в нашем фестивале очень мощные составы, у нас музыканты очень сильные, и оркестр, и капелла, и вообще, и А у вас оркестр 10-го народных инструментов. оркестра, а потом Да, что еще? а потом у нас идет 2 дня, в 4 часа дня. 11-го 4 часа и 12-го 4 часа камерные, 2 концерта камерных. А где это будет? Это будет, все будет в институте. В институте. И вечером, вот 11 числа это состоится оркестр народных инструментов, и 12-го у нас состоится хор. Акапелла. понятно. Причем, почему я сделала 2, я попросила 2 концерта камер, для того, чтобы наших больше исполнили, наших композиторов показали. То есть вот то, что мы играем в оркестровом концерте, это не все композиторы, Не все. которые будут Это, представлены? нет, они все, вот из каждой республики по одному сочинению звучит. В нашем концерте? В нашем, да, в вашем В оркестровом? концерте, да. Ага. От нас звучит 2 композитора, это Касимов, Касимов. и Даутов. Да, И Даутов, фантазия. Да. И Ага. Мусоев, и все остальные тоже, вот кто прислал ноты. Вот поэтому, А сколько у вас учеников, Лейла Загировна, в Институте искусств? вы знаете, у нас не так много, и слава богу. Нет, ну это правильно, один это много. Да. А Вы знаете, вот у нас вас как лично бы- сколько у сейчас? меня сейчас 1. Один, То это есть много. это нормально. Но у меня 5 предметов, поэтому я и спецкласс сейчас. А что вы еще ведете, кроме композиции? У меня идет история современной музыки, так называется вообще. И дальше идет у меня чтение партитур, инструментовка, инструментоведение. Ага, ну все, Да, вот эти все полный набор. предметы, полный А набор. история современной музыки То есть у это не вас история, башкирская нет, это не история, это, знаете, современные композиторские исполнительские техники. техники. Вот эти. То есть вот именно там додекафония, вот это все, так сказать, вот так как я через это все прошла. Да, вы я сейчас с ними- додекафонией не Нет, пользуетесь? ну зачем ей пользоваться? Я не могу ей пользоваться, потому что лучше вот пользоваться, но в меру. Правильно, да. Да. А вы каким-то... Есть такие техники, которые вам близки, и которые вы прямо пропагандируете? Вот, например, у Скобелкина есть свои, там вот он вот в этой технике своей пишет, например, реверберационной полифонии, у него постоянно она так или иначе. У вас есть что-то такое, или вы в основном от сердца, от души, как Нет, сказать, идете? ну, конечно, техника, без этого вообще не напишешь ничего.
Понимаете, дело в том, что здесь студентам мы даем абсолютно все, начиная с сонатного аллегро, там все, что хотите, рондо, вариации, все что угодно. И симфония, да, балетов, и да, где-то даже, может, до Студентам, оперы. да, не-не, а Да. я-то имею в виду, вот А сама вы какую-то технику Нет, предпочитаете? То есть я пользуюсь практически всем Всем по чуть-чуть, на сегодня, да? по чуть-чуть. В зависимости от того, что я пишу. Понятно. Да, это очень интересно, конечно. А студенты, ну, студенты, я примерно знаю, как функционируют, мне композиторы рассказывали, у них там задания есть, в То есть такой, это в всё такой, мы это делаем, понятно, это мы да, делаем, это да. я уже рассказывал. Очень интересно, конечно, Лейла Загировна, а скажите еще, пожалуйста, вы сейчас вынашиваете какие-то идеи или нет? Я как-то встретил Александра Чайковского после премьеры одного из Да, его произведений да. несколько лет назад, и я спросил: Александр Владимирович, вы как сейчас собираетесь? Он с 2 сумками, пакетами, и идет еда или что там, бутылки какие-то. Вот он говорит: нет, сейчас надо отдохнуть, пока достаточно. Ну, Он так поехал, ёмко я с ним сказал. разговаривала, он сидел вообще на берегу моря, говорит, я все, да. я плаваю. Вот, я плаваю. У Знаешь, вас он сейчас, вы еще- сейчас плавать будете? Нет. Или вы что будете Нет, делать? я плавать не буду. У вас есть идеи дальше что-то писать? Ну, какое-то зерно попало. Ну да, мне можно не говорить, если не хотите, но есть, нет, да? зерно Есть. попало. Зерно попало. Да, ну, может быть, я все-таки концерт, это для меня это все очень непросто. Да, я Знаете, понимаю. очень непросто, а потом и фестиваль, и потом много чего должна еще пройти до Нового года. И, конечно, я все равно буду садиться, когда я чувствую, что надо сесть и что-то написать. Что-то хотя бы немножечко, какой-нибудь там, хотя бы Набросок, страниц, да? набросок какой-то. Вы мне говорили, что вы от руки пишете, или вы сейчас все-таки перешли на компьютер? Нет, ни в коем случае. Компьютер это совсем не про меня. То есть компьютером я пользуюсь только тогда, когда я уже Написала. не написала, когда у меня уже идет определенная форма и определенный материал. Я за инструментом, я трогаю, но потом это невозможно 10 пальцами это все набрать. Да. И тогда у меня крутящийся стол, я из рояля поворачиваюсь к столу тут же, и тут же я не пишу клавирой. То есть я какие-то вот такие, знаете, вот точки ставлю там, ну, например, на 6, на 7 строчек, да, где что как, во всяком случае. А потом я сажусь, и тут же партитура. Мне так удобно. От руки? От руки. А потом уже я с Наташей. Я сейчас, конечно, мне проще, но это, знаете, это набор, это слишком долго. Вы знаете, Наташе я показываю, я, значит, даю ей, потом она, значит, набирает, потом это я прослушаю. Наташа, потом, это библиотека, да, конечно. потом я говорю, знаешь, мне это здесь надо исправить. Потом я исправляю, и потом пошло дальше. Мне так Но удобнее. вы владеете же все-таки Конечно, программой сама. Ну, конечно, Так конечно. вам, нет, это хорошо, что, Наташа, вы подкидываете работу, но я вам советую, вы попробуйте сама. Вот когда уже партитуру от руки написали, попробуйте сесть и набрать. Да я вам набирала, гарантирую, я будет набирала, нормально. я пойдет у набирала, вас. я набирала. Не пошло, да? Причем пошло. Но мне надо было срочно. Понимаете, вот так сейчас, так проще, как было, конечно. мне показалось, это немножечко по-другому. Мне показалось, что это быстрее будет, поэтому я с ней. Понятно. Ну, это, Потому что, это невозможно, надо было частность тоже. бежать, вы знаете, по этой процедуре. Понятно. Ну, такая что ж, ситуация. Лейла Загировна, большое спасибо вам за такую интересную информацию. Я думаю, что мы для наших слушателей раскрыли, хоть и немножко, но все-таки личность Лейлы Загировны и вот такой грандиозный концерт, размышления о судьбах народа, да и вообще с любым народом перекликается и судьба планеты всегда, и все всё. здесь вместе уходит в космос. Поэтому мы всех приглашаем на концерт. 27 ноября в 19 часов будет грандиозный вечер музыки выдающегося композитора Лейлы Загировны Исмагиловой. Вы знаете, я бы еще хотела сказать, что я впервые в Уфе, и вообще я впервые делаю такой концерт с симфоническим оркестром Вот так, и хоровой капеллой. Ага. То есть я на протяжении вот всей своей творческой жизни Это в Уфе, важно, да. у меня такого концерта еще не было. Знаете, потому что действительно это все было, оказалось очень непросто. Пожелаем вам и нам на этом концерте вдохновения. Я уверен, что все пройдет наилучшим Ну, мне бы образом. еще хотелось сказать, что мне просто повезло. Мне повезло, что у нас сейчас такой симфонический оркестр. И, конечно, то, что вот Назиуллина у нас, и то, что у нас Дима Крюков, это нам просто очень-очень повезло. И дай Бог, чтобы больше у нас было сотрудничество с ними. И, конечно, и то, что у нас капелла такая, то Салсо Афгановна,
Это тоже нам очень-очень, вы знаете, Да, помогает конечно. и очень здорово. Потому что мало кто у нас вообще в регионах, у нас в России это имеет на Да, сегодняшний день. да, Поэтому я конечно. хочу поблагодарить исполнителей, потому что, вы знаете, у нас замечательные исполнители, замечательные дирижеры, замечательный второй дирижер, который не то что второй, который вот хормейстер. Это огромное-огромное им спасибо и огромная вот музыкантская благодарность, потому что без них, ну мы что, мы пишем, а как то все это невозможно с людьми общаться без наших сочинений, Мгм. то есть, вернее, Да. без наших вот исполнителей. Поэтому огромное спасибо Спасибо вам, Лейла Спасибо. Загировна. Большое спасибо.